Да, допинг-контроля у нас нету. Там шприц валяется, внутри какой-то другой цвет совсем. Угу. Ну, это фарма, наверное. Что-то кололись они. А каково это пояс было получить? Угол соперника был недоволен, потому что победу дали мне. А почему не выступаешь по профессионалу? Ну, там такая история была, нас всю команду дисквалифицировали. Вольной борьбой в каждом селе занимается. По боксу то же самое, можно сказать. Побить хотят. Почти каждую перемену плакал. А у меня рука вообще на это не шло. По лицу бить человека. Юсуф Раисов, боец ACA. Ну, я тогда почувствовал, что родные стены реально помогают. Угу. Если попал бы я где-нибудь в другом регионе с ним, я, наверное, проиграл. Ну, я тогда за шорты ухватился, рефери не смотрит. Смотрите подкаст Амарей. Всех приветствую, это подкаст Амарей Стоп, и сегодня у нас в гостях чемпион России по микс-файту Ускур Семенов. Ускур, приветствую. Приветствую. Расскажи про свою победу на чемпионате России по микс-файту. Как это было, сколько боев? Ну, это было в октябре 2020 года в подмосковном Видное, город Видное. Угу. Тогда я согнал до 60 килограмм. А сколько ты весил? Где-то 10, больше 10. О, больше. 70, 72 я вешу обычно. Угу. Сейчас почти 80. Ну, нормально вес согнал, взвесились, и на следующий день были бои. Первый бой был с дагестанцем. Полный 3 раунда бились. Угу. Ну и по очкам выиграл. Сложный бой был. Второй бой то же самое с дагестанцем было. Угу. И Они борцы или стойки дрались, ребята? ну, один больше стойчник, другой борец, что ли, можно сказать. Угу. Ну, разносторонние были. Угу. И финальный бой был с парнем с Челябинска. А второй бой ты тоже Да. полный бой прошел? Да. Единогласно оба боя выиграл? Угу. А раздельный был еще первый бой, походу. А, раздельным, да, выиграл? Первый бой, походу, да, раздельный был. Ну, сложный бой был. Угу. Финал проходил на следующий день. Угу. Это с парнем с Челябинска встретился. Угу. Ну, то же самое, полный бой Угу. был. И, выиграл единогласно. Угу. Ну, там спорные моменты были, там угол соперника был недоволен, потому что победу дали мне. Мы считали, что они победили. Не знаю, как со стороны. Виднее, наверное. А ты, Ну, судьям виднее. а ты ощутил, что ты выиграл 100%? Но я надеялся. Так-то бой равный был. То я сверху, то он сверху, но переводил он больше. Угу. Удары с моей стороны В было партере больше. ты бил, да? Ну, в партере обоюдно было, но больше он переводил. А в стойке удары больше от меня были. А, понял. Вот так выиграл Россию. Но это было в период пандемии. Участников мало было, 10, Ну, 3 боя 12, было. где-то Нормально. так. До Думаю, этого, до коронавируса много участников было. Поскольку было в одном весе, например? В твоем ты 66 был, да? 60. А, 60 килограмм. Угу. Ну, не помню точно, 10 что ли, или сколько-то нас было. Угу. 3 боя провел. А вообще так еще больше бывает, да, по 20, что ли, участников или по сколько? Да, ну вот последний раз, когда ребята ездили, это в 23-м году было, походу. Тогда вообще по 16-20 участников было. Ничего себе. А туда вот проходите без отбора, да? Или отбор есть? Ну, федерации не по всей России есть, поэтому так. В Дальнем Востоке чисто наш регион работает с этой федерацией и без отбора. Угу. Сразу туда, Понятно. на Россию. Ты первым получил пояс миксфайта, да? Из республики. Из республики. А так до меня были уже ребята, которые выигрывали чемпионат России. Мичель Осипов, Мачурунов Дмитрий еще был. Угу. А каково это пояс было получить? Ну, как сказать. Первым.
Ну, я об этом не думал, просто пояс получил. Нормально. А пояс он у тебя навсегда остается, да? Да. Это ты его не должен защищать? Не. Ну, если даже там, например, UFC пояс защищают, и там теряют, да, например, титул, Он все равно остается у них. Это же не переходящий. Ну, вот Каждый он раз новое переходящий. дают. Чем подготовка к любительским турнирам отличается от подготовки к профессиональному бою? Ну, любительский турнир, экипировки больше будет. И по времени меньше. У нас регламент был такой, 3 раунда по 3 минуты. А в профессионалах 5, 5 минут. да, по 5 минут, 1 раунд. Если титульный будет, то 5 раундов. 5 раундов по 5 минут. Можно сказать, этим отличается, и правилами отличается. Локтями нельзя бить, например, по любителям. Это именно Ну, подготовка как? Чем отличается? Подготовку особо ничем, наверное. Все те же спарринги, те же действия, те же приемы. Функционально то же самое готовишься. Чисто вот правила отличаются. А тогда весогонка как проходит? Вот, например, за день ты сказал, взвешивался, да? Да, взвешивание и на следующий день бои. Но это какой вид спорта, это еще зависит от вида спорта. Например, по Союзу ММА взвесился, сразу дерешься. В день? Да, день в день. И в микс-файт, и панкратион взвесился, и на следующий день уже бои будут. Ты 10 килограмм набрал, да? Значит. Ну, То есть спустил 10 сгонял, да. 10 килограмм набрал согнал. сколько на следующий? Ну, это где-то 7 килограмм набираю, 6-7. Ну, это большинство, наверное, что там от такого, профессионалы обычно так делают. Согнали, воду пьют, потом опять там изотоник, там банан кушают или что-то, кашу, все по граммам. А у нас там особо такого не было. Все, согнал вес, воды выпил, банан покушал, пошли в столовку. Первое, второе, все взял, покушал, все, наелся. И потом лежишь в гостинице, то же самое с собой взял, много чего. Чуть проголодался, покушал. Ночью даже вот профессионалы встают, кушают по граммовке, по всему. У нас не так. Я, например, бывало, газировки пил. С сахаром энергию передает, наверное. А на здоровье такое не влияет, как думаешь? Когда больше вес гоняешь? Нет, вот согнал, и потом вот вы сразу так кушаете, так. Ну да, Всякое разное. конечно, есть вред, но сейчас там молод, особо не чувствуешь. Как-то по барабану. Насколько самый максимум ты сгонял? Вот в то соревнование максимум 12 килограмм 12 где-то. килограмм. 71-2 весил. Мгм. И до 60. 59, 700-800 показало на весах. Мгм. И, да, до 60 максимум согнал, и все. Мгм. А как тебе это преимущество давало над соперниками? Ну, если, это тоже смотря какой вид спорта. Если микс-файт, панкратион, то да, дает, там успеешь восстанавливаться. А если Союз ММА, я Это в вот день, Союз да? ММА, да, когда в день взвешивания бои, я тоже всегда на 61 гонял. Мгм. И там взвесился, покушал, вроде нормально. Там один бой провел, и все, там силы на второй бой уже не бывает, Ну на да. третий бой. А Если полный бой проведешь, там первый бой, то все, на второй бой уже сложно будет. А зачем там много гонять вот именно в Ну, вот Союзе? Или это там уже соперники покрупнее, ошибка была. Да? А, ошибка? Да. Мгм. Молодой был. Мгм. Тренер вот там уговаривал Тургун. Зачем так много гонять? На 65-800 дерись. Раньше я, когда в первый раз по Союзу дрался, там на 65-800 здесь в республике выступил. Мгм. Ну, там уже почувствовал, что легко согнал. Мгм. Может попробовать еще Да. ниже.
Ну, попробовал. Мгм. Потом 2 года так выступил, что ли, в 61. И все. После этого уже подумал, не надо. Хорошо. А сейчас ты в каком весе планируешь выступать? Или Ну, выступаешь? сейчас, если я буду, то только по профессионалам. Мгм. Уже этот возраст не тот, что постоянно выступать. Да и мотивации особо нет. Мгм. Ну, если по профикам буду, то 61. 61 будешь? Да, Мгм. там взвесился, время есть восстановиться. Ну, более профессиональный подход. Да. Еще вот я хотел спросить про Союз ММА, Панкратион и Миксфайт. Вот различия объясни для публики. Так, ну, Союз ММА, ну это Это уже топ, сказал в день самый взвешивания. топ, да? Да, Мгм. день взвешивания бои. И правила отличаются тем, что там в партере можно бить. Ну, как профессионалы, только локтем нельзя бить. Мгм. И отличий особо нету, наверное. Мгм. В партер локтем бить нельзя по времени. То же самое Панкратион 5 минут, один раунд только. Мгм. А миксфайт и Союз ММА это 3 раунда по 3 минуты. Мгм. Миксфайту можно локтями бить, но только в стойке. Мгм. Коленом то же самое в стойке. И в партере можно по корпусу бить. Союз то же самое. А в Панкратионе, если в партер уже повалил, там нельзя бить. Мгм. Чисто удержание, контроль, за это очки даются. И можно болевые удушающие делать. Ну, да? Ну, Ну, в этом году уже правила поменяли. Я там что-то читал, отправляли. Там сейчас как уже бить можно, походу. в Панкратионе. Да. Ну, там не особо вникался. Мгм. Походу можно. Самая большая конкуренция это в Союзе, да? Или... Ну, по России, да, самая большая конкуренция в Союзе. Мгм. А у нас? Ну, у нас то же самое, за путевку бьются. Мгм. Ну, когда как, например, Панкратион в этом году раньше провели, участников больше было, чем Мгм. по Союзу. Мгм. А когда-то в 21-м, 22-м году, что ли, миксфайт проводили мы. Мгм. Чемпионат первый. Нет, турнир даже был. И там уже бойцов много было, чем в Союзе ММА, по Панкратиону. Не знаю, мы призовые выставляли. Ну, не мы, а тренер мой, Тургун, Мгм. президент Федерации Николай Башев. Мгм. Они постарались. Участников больше было, Призы чем, хорошие были. да, чем Союз ММА, чем Панкратион. Мгм. Хотя турнир был обычный, там, республиканский. А сколько стоит вот за свой счет выступать на любительских соревнованиях? Или по спонсора же не постоянно оплачивают? Например, вот Mixfight Ну, мы находили спонсоров. находили все равно, Да, да? Мгм. тренер находил Мгм. спонсоров. Там проезд оплачивали, Гостиницу, все это тоже. гостиницу. Ну да, бывало сами, Мгм. бывали, оплачивали. Мгм. Там питание уже сами. Мгм. А, ну, по Союзу то же самое. Там кто путевку добыл, Мгм. оплачивали. Панкратион то же самое. Мгм. Ну, когда как это тоже. Первым местам оплачивают, там вторым, третьим, у кого путевки есть, могут уже за свой счет поехать. Мгм. А сколько это стоит примерно? Куда, до Москвы? Или ну, по вообще, да. ДФО? До Москвы, наверное, в России. Ну, это смотря, когда возьмешь билет, Мгм. ну, тоже по сезону. Если опоздал, вот-вот надо лететь, там уже смотришь, дорого бывает. 30, 40, наверное, так бывало. Гостиница, да, Туда-обратно. еще. Да, плюс гостиница. Мгм. Ну, в этом, когда в Москве, обычно в этих останавливаемся. Саха-хостел у земляков. А вы тренируетесь, вот когда в Москву, или сразу Да. на бои? Чисто вес согнать. Мгм. Мы так долго там не были. Мгм. Полетели, на завтрашний день взвешивание или в день прибытия сразу взвешивание иногда бывало. Мгм. Тоже по-разному, как билет. Ну, в какую дату билеты дешевые, так и стараемся взять. А много ли любителей принимает фарму там?
А в принципе это же не запрещено. Да, допинг-контроля у нас нету. Но я это точно не знаю, я никогда не пробовал это. И ребята, ну, друзья, с кем я тренируюсь, тоже этим не занимаются. А соперники, которые ты Бывало, ощущал? видел даже. Ну, когда вот в раздевалку заходил, бывало там, ребята с Кавказа выходили, и там посмотрел, где умывальник, там шприц валяется, внутри какой-то другой цвет совсем. Ну, это фарма, наверное. Что-то кололись они. Видел. А так сам ни разу не пробовал. Тестостерон, ничего. Не. Мгм. Ну, чисто обычные витамины, БАДы. Мгм. Все. А с соперниками вот, это сложно в профессионалах, если переведешь, то скорее всего так и будет. Ну, это смотря от какой лиги зависит. Если сразу там, например, в ACA попасть, конечно, Ну там сложно будет. допинг-контроль ввели. Кстати, ACA, да. С А, этого да? года, да. Ну, выборочно, правда. Ну, если много лиг же есть, которые там обычные, Мгм. где чисто за за рекорд бьются ребята, чисто чтобы рекорд поднять. Таких лиг много. Мгм. Ну, там тоже, думаю, такие, как я, выступают. Мгм. А если ACA там попал в хардкор, то там уже химики, наверное, все. А почему не выступаешь по профессионалам? Ну, я раньше, когда по любителям выступал, думал больше регалий, там, медалей взять по любителям. Опыт. Да, опыта набраться, мастера спорта там получить по разным видам. Смешанных единоборств видов же много. Мгм. Можно, ну, сейчас по 2 можно получить, по 3. А неизвестных еще много таких в единоборствах. Ну, именно в смешанных, Мгм. неизвестных видов. Ну, можно, так думал, по 2-3, если получится там мастер спорта получить, Ну, ты больше выполнил. регалий, ну, в одном виде выполнил. Мгм. А так, хочется, конечно, по профессионалам выступить. Не знаю, как время покажет, а работать тоже надо. А в планах есть? Ну, пока планирую, но там такую цель не строю. Мгм. Прям обязательно надо подраться. Что для этого тебе нужно? Время? Или... Время, финансы, Мгм. ну и желание, много желания надо, Мгм. дисциплина. Вот когда работаешь, трудно, там, с работы пришел, надо идти тренироваться, вечером поздно домой пришел, утром рано встал, хочется отдохнуть, ну, там, полежать тоже. Сейчас тоже, ну, тренируюсь постоянно, Мгм. но не так, как раньше. Мгм. Ну, чисто, чтобы в тонусе быть. Мгм. На любительских турнирах есть планы выступать или нет? Ну, может, там, чисто в республике. Выездные уже никуда не хочу по любителям. А вот про работу, кстати, ты работал тренером в Панчере по ММА Да. и попутно тренировался. Как ты это совмещал? Так, ну, с 20-го или с 21-го года я начал работать в Панчере. Мгм. И тренировал после обеда, утром тренировал, после обеда тренировал. Ну, там свободные окошки были, Мгм. и в это время я тренировался. Утром, например, тренировку провел, покачался, и вечернюю тренировку после обеденную провел. Ну, иногда сам со своей взрослой группой сам тренировался. Мгм. Ну, обычно так бывало. Когда начал там работать, времени тренироваться там со своими ребятами уже мало было. Мгм. Поэтому вот тренировался с теми, кого тренировал. Мгм. Там тоже ребята хорошие были. Иногда так получалось. Мгм. Ну и вот летом прошлого года я уволился с Панчера. Там больше не работаю. Мгм. А сейчас совмещать с новой работой тяжело ли тренировки? Ну, сейчас не особо тяжело, уже легче. Потому что я занимаюсь уже другим, не тренирую
не все время в зале. Когда все время в зале, там работаешь, тоже надоедает тренировки. А сейчас у меня работа другая, и в зал можно там уже сходить, поразвеяться. Нормально, легче уже тренироваться. Ты начинал свой путь в смешанных единоборствах в 2017 году, правильно? Да, 16-17 года были. А сколько тебе лет было? И как вообще ты пришел к этому? 22-23 мне было. До этого я ходил в Мадун, в Хапсагай. Мгм. И там друзья мои ходили уже в Уранхай по смешанным единоборствам. Вот, Никита Ушницкий. Ну, так, не только он был, Борис Игнатьев. Вон, ребята позвали. Ну, пошел, потренировался, дальше пошло, поехало. А какие результаты вот занимал? Ну, сначала в республике выступил. Мгм. По Панкратиону, по Ушусанда. Ушусан, да, даже выступал? Да. Мгм. Там по Панкратиону проиграл в первый раз, когда выступил. Против Арсена Федорова выступил. Там, самбист. Мгм. С клуба «Белый медведь». Ну, на рычаг поймал в руку. Мгм. Я 2 раза ушел, забегание делал, как Рашид Магомедов в UFC. Вышел, и я запомнил этот прием. Ну, как выходить. И 2 раза вот так же убежал с охвата, и на 3-й раз он уже не дал. Ну, я тогда сырой был совсем. Приемы не знал, как защищаться не знал. Вот, Ты UFC тогда это смотрел. сразу, да, вот в первый год до этого или нет? Да, Мгм. наверное, походу так было. Мгм. UFC смотрел, там Рашид Магомедов, вот, и когда его руку поймали на рычаг, он мастит и забегает. Вот так ушел с захвата. Ну, это и запомнилось, хотя я вообще не отрабатывал. И вот в первых соревнованиях 2 раза удалось выйти даже. На 3-й раз он уже, ну, опытный Арсен, уже не дал выйти. Мгм. Ну, и я проиграл тогда. А потом второе соревнование по Ушусанда, походу, было. Мгм. Там первый бой выиграл, и ну там такая история была, нас всю команду дисквалифицировали. Это когда драка была-то? Да. Ну, ты не проиграл, значит. Да. Все мы тогда вот вообще, все, почти все, ну, там, наверное, 1-2 ребят проиграли, наверное. Все там на победных сериях шли. Ну, не сериях, побеждали бои. Мгм. Некоторые по 1, некоторые по 2. Ну, почти у всех были медали. Все места, можно сказать, почти мы брали в каждой весовой. Мгм. И там из-за одного случая там дисквалификация. Какие еще результаты ты занимал? Ну, Самые запоминающие бои для тебя, расскажи про это. самый запоминающийся бой. Это было в 2019 году, чемпионат Дальнего Востока. Мгм. Проходил здесь, в Якутске. И первый бой был самый запоминающийся и самый сложный. Почему? Ну, против меня вышел чемпион Забайкальского края. Мгм. Такой вообще очень крепкий парень был. Мгм. Физически не вывозил его. Мгм. Ну, я тогда почувствовал, что родные стены реально помогают. Мгм. Если попал бы я где-нибудь в другом регионе с ним, я, наверное, проиграл. Физически очень крепкий был. Ну и техничнее меня был. И удалось выиграть. А как это было? Ну, полный 3 раунда бились. Вот. По ударке там удары сильные были. Тяжелые удары. Попадал. Ну, я тоже попадал. Боролся хорошо. Ну, сверху я выигрывал. Мгм. Там ронял, но контролировать не мог его. Мгм. Тогда тоже я сыроват был. Переводил чисто, да? Да, переводил, контролировал, но прием никакой не мог сделать. Мгм. А он снизу лежал, Мгм. я в гард попадал все время. А надо же удержать с бокового контроля, сверху. Мгм. А он все время сразу в гард уходил. Мгм. Ну, я не смог контролировать. С гарда контролировал, но это особо не контроль. Контролем не скажешь. Там он руку поймал на кимуру. Ну, я тогда за шорты ухватился.
рефери не смотрит. Все, он, вот, если отпущу шорты, руку возьмет. Потом рефери увидел, его головы там сказали, за шорты держится. Рефери увидел, я сразу отпустил. Ну и тогда на спину упал, позицию отдал, он сверху оказался. Зато руку не отдал. Если бы руку отдал, мог бы проиграть, мог руку сломать. Вот, сверху вышел, я тогда защищался, или тоже перевел его. Ну, так, 3 раунда бились, и... Ну, я почувствовал, что он выдохся совсем. Он все время на гильотину брал меня, и со всей силы тянул. А я еле дышал, но терпел. Ну, из-за этого он, походу, выдохся, начал тяжело дышать, там звуки разные издавать начал. И все так, я сверху все время контролировал, бил. И все, так и раунд закончился, единогласно выиграл. И после того боя мы пошли по углам, а как нас вызвали на середину для объявления победителя, он с угла шаг сделал и упал так намертво. Серьезно? Да, сознание потерял. Ничего себе. Ну, там... До такой степени устал? Да. После этого, ну, так и прошло. Потом он, встретился. Он нормальный был. Нормально себя чувствовал, его в больницу повезли, обратно привезли. И потом уже это, когда вот соревнования все прошли, где-то через полгода на всероссийском турнире мы встречаемся. С ребятами из Забайкалья встречаюсь. И про него спрашиваю, а где Серега? А он все больше после того не выступает, сказали. Ну, у него что-то там с почкой или с печенью что-то было. Инвалидом стал, сказали. Жалко парня. Хороший был. Крепкий парень был. А тебе родные стены помогли, да? Вот. Ну, я тогда, да, почувствовал, что реально помогли. Кричали, Соперник очень крепкий был. А какая база у тебя была? Ну, я в детстве вольной борьбой занимался. До 7 класса, что ли. Потом, там забросил. А прям серьезно занимался, выступал на турнире? Да, на соревнованиях выступал. Чаще проигрывал, чем выигрывал, можно сказать. Ну, зато опыта набрался. Потом в 7 классе где-то бросил, или в 8. Чисто мячи гонял, можно так сказать. Бывает же в селе, там, какое-то соревнование там в Улусе будет, на то и отправляют. На любые соревнования все равно ездил. А так, после 7-8 класса борьбой уже не занимался. В смешанных единоборствах тебе это помогало? Да, очень помогало. Но я еще в город сюда, когда приехал, в Мадун, в Хапсагай ходил. Да, тоже помогало. Мне отец говорил, тренируйся, я когда еще в школе был. Зачем я там проигрываю, не хочу на соревнования ехать. Если ты даже не станешь там хорошим спортсменом, тебе это по жизни поможет. Но сейчас это точно так. Ты ведь представляешь клуб Уранхай? Да. И какие функции у тебя сейчас там? Ты секундируешь, помогаешь? Сейчас я тренируюсь. Бывает, секундирую постоянно. На Eagles FC недавно. Да, Гаврила Семенова на Eagles FC с Сергеем Васей секундировали его. Тоже наш боец. Старший, помогаю молодым ребятам, советам, подсказать что-нибудь, что да как. Молодые много чего не знают. Например, куда пойти медосмотр, что сделать, что надо для соревнования, какой размер, какая форма, да и по правилам. Помогаем. Не только я. Старшие все помогаем. А Тургун Попов является твоим главным тренером, да, получается? Да. И менеджером? Менеджера, можно сказать, нету пока. Зачем менеджер? По любителям. Если ты в профессионал метишься. В профессионал, если там это уже в хорошей, серьезной лиге попадешь, то там уже нужен будет менеджер.
А так есть такие мелкие лиги, можно и без менеджера. Мгм. Самому договориться и там бой организовать. Тренер тренирует, не менеджер. А сейчас вы где тренируетесь? Сейчас мы тренируемся в спортивном комплексе «Модун». Там 5 раз в неделю тренировки идут. Хорсун Хогон Хапсыгы — это турнир, который проводит ваш клуб, верно? Да, Федерация миксфайта республики. Мгм. Расскажи про этот турнир подробнее. Ну, это, можно сказать, если по-русски сказать, боевой хапсагай. Мгм. Там правило, как в хапсагае. Коснулся любой точкой, третья точка, все, проигрыш. Мгм. А по правилам, там, убить можно руками, ногами. Тенник. А сколько раз проводите в год? Летом проводим, вот, в день солнцестояния, Мгм. 21 июня, день ИСЭХ. И это мы уже на горе проводим. Там свой эх проводим. Мгм. И зимой, перед Новым годом. Ну, это традиционно пока так идет. Мгм. 3 раза в год? 2 раза, 2 раза. да. Мгм. Зимой, в декабре, конец декабря и 21 июня. А кто может там участвовать? Ну, там может участвовать любой желающий, кто более-менее подготовлен, готовится, там, выступает в каком-нибудь виде единоборств, борьба или ударные виды спорта. Профессиональные бойцы тоже могут Да, профессиональные бойцы тоже выступают, участвовать. Да? участвуют. Ездил ли ты на сборы в другие регионы? Я ездил в Кабардино-Балкарию, Нальчик. Вон там сборы проводил и в Дагестане, Мгм. в Махачкале. Это в 22-м году или 3-м было. В 22-м было Мгм. году, походу. И что дал тебе такой опыт? Ну, я тогда еще тренировал, вот, сам. Мгм. Но и сам тоже тренировался. Ну, как тренер вырос, Мгм. стал более, там, тоже изучал, там, как тренируют, как ребята тренируются, как тренера тренируют. Ну, больше как тренер вырос, наверное. Мгм. В Нальчике я тренировался в клубе Fight Zone Team. Там, ну, тренера хорошие были. Мгм. По грэпплингу тренировал Рустам Шухастанов. Это главный тренер, то ли старший тренер сборной России по грэпплингу. Ну, ничего себе. Да. И когда в Дагестане тренировался, там в клубе Black Shark в один день приехал Рашид Магомедов, тот самый, который убегает. Да, вот. Ну, как мастер-класс показал, можно сказать. Тренировку провел Мгм. в один день. Понравилось. Мгм. Хороший, скромный. Ну, видно, очень опытный боец. Много что объяснил, много что дал. Чего не хватает для развития смешанных единоборств в республике? Хотя вот есть же действительно перспективные, сильные ребята. Так, ну я свою версию скажу. Это не базовый вид спорта, как вольная борьба, как бокс, кикбокс. Вот. Это первое. И второе, нету соответствующего тренера. Вообще, можно сказать, у нас в республике тренера нету по смешанным единоборствам. Кто-то пришел там с борьбы, кто-то с ударного вида спорта. Вот. Именно тренера, который всю жизнь выступал, ну не так всю жизнь, а имеет хороший опыт, нет у нас таких тренеров. А турниров хватает, ну, как думаешь? Турниры тоже очень мало, чисто вот чемпионаты, первенства проводятся и все там. Если бы проводили больше там открытых, межрегиональных, ребята бы больше опыта набирались. А то вот выезд, ну вообще не столько с нашего региона, а с Дальнего Востока,
тяжело обходится по финансам. Поэтому не каждый боец способен. Вот. Если захотел, там выехал куда-то на соревнования, на сборы. Всем привет. Хотел бы в дополнение сказать насчет, вот, Ника спрашивал, чего не хватает для развития смешанных единоборств в нашей республике. Так, во-первых, это не базовый вид спорта, как бокс, как борьба. И соответственно, поддержки нету. Тренируемся в частных клубах. И второе, вот, тренеров квалифицированных не хватает. Да, это можно и так сказать. Вот я на Кавказе бывал, там ММАшников тренируют один день кикбоксеры, там другой день грэпплинг, потом вольная борьба и ММА, и потом общеразвивающий кроссфит. Вот. А у нас, чтобы тренироваться, вот, кто-то ходит в какой-то клуб, ударку подтягивать, потом к борцам ходят. Вообще было бы отлично, если бы все на одном месте, в одном клубе. Как в Триумфе было бы, да. И, соответственно, тренер должен иметь хороший, богатый опыт выступлений. Соответственно, диплом, должен знать анатомию человека. Чуть неправильно, походу, высказался, и вот поправляю. Все. Всем спасибо, всем пока. Смотрите подкаст Амарей. Абдулманап Нурмагомедов, Дмитрий Коркин — это уже отдельный случай. Таких 1 на миллион. Вот ты сказал, кстати, про то, что это не базовый вид спорта, но очень много людей смотрят, например, UFC, да? Очень же много. UFC это... Не скажешь, что это вид спорта такой. Это уже профессиональные бои, это уже карьера. Она начинается равно с любительского спорта. Да. Вот. Чтобы было базовым видом спорта, по республике должны дети заниматься. Там отчет, походу, должен делать. Я точно не знаю. Там больше 500 детей, что ли, или 1000 детей по республике должны заниматься. А вот вольной борьбой в каждом селе занимается. По боксу то же самое, можно сказать. Далеко еще будет, чтобы не внесли в базовый вид спорта. Как думаешь, это должен стать олимпийским видом спорта тогда? Или не обязательно? Это точно не помешает. Еще больше стимул будет для бойцов. А так, да, спорт зрелищный. Не уступает там боксу, можно сказать. Расскажи про себя, где ты рос, учился. Я родился в Сунтарском улусе, село Кюндея. До 2 лет прожил там, и моя мама с Усалданского улуса. Когда вот дедушке, маме отца стало плохо, но он заболел. Мы с семьей переехали туда. В Усалдан? Да, в Усалдан. И я до 4 класса учился там. Потом обратно переехали в Сунтарский улус с семьей. Я 4 класс там, в последней четверти там учился. Трудно было. Там. Как обычно в наше время бывает, новенький. Все хотят попробовать. Там, побить хотят. Почти каждую перемену плакал. Каждую перемену дрались. И 4-5 класс у меня так прошел. Почти всегда плакал. Не то, что дрались. Вот. Когда дрались, в детстве я еще вот так вообще человека по лицу не мог ударить. Они бьют, а у меня рука вообще на это не шло. По лицу бить человека. И когда драка была, я либо проигрывал, либо там равный бой был. Редко, совсем редко, когда я бил, можно сказать. А там в старших классах уже рука более-менее идет. А ты вот вольной борьбой занимался? Да, драка это
Моя драка это была борьба. Там повалил, удержал. Мгм. Или что-то сделал там. Ну, особо не бил Мгм. в детстве. А в семье вас сколько? В семье двое. Мгм. Сестра есть старшая. Брата хотела так. А какие бойцы тебе нравятся? Вот назови свой топ. Димитрис Джонсон. Вот сколько раз титул защищал. Сейчас One Championship тоже дрался. Чемпионом стал и карьеру завершил. А, он завершил все-таки, да? Да, завершил вот недавно. Мгм. Вот. Второй это Магомед Анкалаев. А почему? Ну, хороший боец, хороший человек, скромный. И когда он с Яном Блаховичем дрался, его засудили жестко, Да, я да, за да, него не- болел. ничья была. Вот. Больше всех в его дивизионе он заслуживает титул. Мгм. Ну, сейчас с перерывой бой будет. Да. С В Перейрой. марте вроде. Да, готовится. В марте будет бой. Мгм. И Юсуф Раисов, боец ACA. Мгм. Почему? Ну, то же самое, как Анкалаев, скромный боец. Мгм. Ну, и хороший боец и человек скромный, там с понятиями, Мгм. с головой парень. Сейчас у него в выходные вот с Резниковым бой будет. Да, с Резниковым тоже бой будет у него скоро. Ты Я видел там коэффициенты? Почему на Резникова такие большие? Не знаю, я вот ставками не занимаюсь. да? Да. Ну там очень почему-то большой фаворит вот Раиса. Ну, потому что Резников вот недавно Багову проиграл. Мгм. И Еще досрочно Вартаняну проиграл. проиграл вообще. Ага, Но он да. после этого выиграл Кокова. Да. Ну, не знаю. Юсуф более опытный, наверное. Ну и напоследок, кому что передать хочешь вон в камеру? Передаю привет всем, кто меня смотрит, своему тренеру, своим одноклубникам, всем тем, кто мне помогал, вот, когда я участвовал на соревнованиях, выступал, родственникам. И, ну и тебе, Вика, спасибо, что пригласил. Это тебе спасибо, что пришел. Думаю, получилось хорошо. И дальнейших побед, удачи. И ждем тебя в профессиональных боях. Спасибо.